Жители улицы Третья линия в селении Троицкое проявили инициативу в ее благоустройстве 3 года назад, установив на свои средства трансформаторную подстанцию. Казалось бы, полдела сделано, но именно вторая, финальная часть подключения к сетям растянулась на долгие 3 года. По этому поводу во время прямой линии с главой республики Махмудом Али Калиматовым прозвучало обращение Ибрагима Картоева, отчаявшегося получить результат в диалоге с местной администрацией и энергетиками. Увидели в телеграм-канале анонсирование, то, что будет прямая линия главы. Написали письмо, наше обращение услышали, зачитали в эфире. И буквально спустя неделю приехали, подключили трансформатор. Большинство домов в этом районе на этапе строительства. Отсутствие электроснабжения приводит к дополнительным затратам. Рабочим нужен свет, и сам, когда работает человек у себя на участке, на стройке, приходилось таскать генераторы, покупать специализированный инструмент, который автономно работает. Это по карману бьет, а сейчас уже приезжают люди, потихоньку строятся здесь. После обращения проведены все необходимые согласования между администрацией сельского поселения Троицкое и Ингушэнерго. Трансформаторная подстанция подключена к сетям за кратчайшие сроки. Главой Республики Ингушетия данный вопрос для решения был направлен в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия. Данный вопрос был решен полностью в течение 30 дней. Проблема, длившаяся 3 года, быстро решена после прямого и открытого диалога с главой региона. Жители довольны. Прямая линия с главой республики Махмудом Али Калиматовым стала уже привычным и эффективным инструментом обратной связи. Каждый житель может быть услышан, а его проблема взята на контроль. Один из вопросов прозвучал и от жителя села Икажева Илеза Картоева. Мужчина пожаловался на постоянные проблемы с низким напряжением в электросети по улице Картоева, которые годами осложняли жизнь его семьи и соседей. По его словам, напряжение здесь не выше 160-170 вольт, тогда как по стандартам в бытовой сети должно быть 220. И это несмотря на своевременную оплату коммунальных услуг. Из-за слабого электричества нам вечером практически приходилось включать светильники. У нас часто выключали свет. Плюс дополнительно, чтобы выходить из данной ситуации, мы за счет своих средств были вынуждены купить генератор, обходиться, чтобы вопрос решить. 2 этих вопроса моментально нам закрыли. За что огромное спасибо всем, кто принимал в этом участие. Прозвучало поручение, началась работа. На месте специалисты Ингушэнерго выявили основную причину – изношенные и недостаточно мощные линии электропередач, которые не справлялись с нагрузкой. Напряжение электроэнергии по улице Картоева восстановлено с установкой железобетонной опоры в течение недели. С сотрудниками ресурсоснабжающей организации была проведена работа по монтажу железобетонной опоры 0,4 киловольт, а также проведен монтаж линии воздушной электропередач самонесущего изолированного провода протяженностью 70 метров. После данных работ напряжение нормализовалось. На данный момент здесь напряжение 220 вольт составляет, как и положено по ГОСТу. И вот результат. Отец заявителя признается, что любит читать по вечерам. До сих пор приходилось с фонариком в руках. Теперь же, благодаря стабильному напряжению, этот досуг для дедушки намного комфортнее. Это лишь несколько историй из десятков примеров, когда прямое общение с главой региона помогает решать наболевшие проблемы людей. Вовремя данное поручение и эффективная работа исполнителей. Вот формула успеха, которая меняет жизнь к лучшему в разных уголках Ингушетии. Хадиджа Илоева, Абдулла Тангиев, Магаз 24.